Максим, известно, что вы посетили в 2017 году Абазинский район КЧР. Достигнуты ли цели? Ваши впечатления от встречи? Почему она сложилась так неоднозначно? Она сложилась так неоднозначно, потому что глава района выступал против абазинских независимых движений и всячески заблокировал мою встречу с людьми. То есть нет, с людьми-то я встречался. Какая-то молодежь вокруг топталась, какие-то подготовленные люди. Я видел, им было неудобно, это были очень хорошие ребята, да и глава нормальный в принципе. Ну, в общем, все это носило характер какой-то импровизации. И я считаю, что абазины маленький народ, прекрасный народ, народ древний, народ очень пострадавший в годы Кавказской войны. И что абазины имеют право на более демократическое управление своим абазинским районом. Я слежу внимательно за абазинской проблематикой. Я сейчас немножко отошел в связи с выборами от кавказской тематики, но скоро я вернусь. Я с уважением отношусь к Рашиду Борисбеевичу Темрезову, главе КЧР, но я считаю при этом, что как права адыгов, и тут я не могу не вспомнить про арест Вячеслава Дерева, преследование его сына Эдуарда, стравливание между собой разных представителей адыгского народа, знаковых, Рауфа Арашукова, Вячеслава Дерева. Это все делается властью, все делается осознанно. Точно так же стравливаются представители разных абазинских движений. Это неправильная политика. Я думаю, что демократия и особенно традиционные способы кавказской демократии, свойственные малым кавказским народам, пострадавшим в годы войны, это единственный путь для достижения качественного развития абазинским народом или адыгским народом. Это народы пострадавшие, права их нарушены, права их не восстановлены. И я думаю, что в то время как права карачаевского народа, дай ему Бог здоровья, восстановлены все-таки во многом, права адыгского и абазинского народа, которых Сталин не высылал, но Милютин и фон Зас истребляли вместе с Александром II, так как мало кого истребляли на этой земле, эти права еще в полной мере не восстановлены. Напомню, что адыгам Сирии запрещено было приезжать на древнюю адыгскую землю, чтобы спасаться от войны и геноцида, которые кипели в Сирии. Поэтому, знаете, адыги-абазины, я с вами, впрочем, как и с карачаевцами, и с балкарцами во всех их добрых делах. Сегодня надо добрым делом является защитить право адыгского, абазинского народов на самоопределение внутри, естественно, Российской Федерации, на местное самоуправление, на национальное самоуправление и на защиту своих прав. И к тем миллиардерам адыго-абазинским, которых я тоже знаю, я тоже обращаюсь. Вам не стыдно, что ваши народы живут в такой нищете и бедности, которую я видел? Вы сами заработали миллиарды долларов себе, а в Хабесском районе, в Абазинском районе люди бедно живут. Это позор всем богатым людям, которые гордятся своей адыгской и абазинской кровью. Так как я Шевченко, мне объяснили, что Шеученко – это сын Шаужена, то есть я тоже там, значит, адык какой-то, из каких-то там, не знаю, далеких времен, и я член Адыго Хаса, поэтому я имею право это говорить.